Меры поддержки отдельных категорий медработников республики обсудили еще 29 марта в ходе совещания с членами правительства и руководством Фонда соцстрахования и охраны труда. Тогда временно исполняющий обязанности премьер-министр страны Владимир Делба поручил подготовить списки врачей, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы в дальнейшем предоставить им условия для реабилитации в санаторно-курортных учреждениях. Сейчас в Министерстве здравоохранения этот вопрос находится в процессе проработки, учитывая сегодняшнюю нагрузку медиков. Его реализация является крайне необходимой, отмечает заместитель министра Тенгиз Вардания. Эти люди, которые занимаются лечением больных коронавирусом, несут большущую, чтобы не сказать колоссальную нагрузку, как физическую, так и моральную, может даже морально-психическую нагрузку. Поэтому кто, как не они, подлежат реабилитации, помощи в том, чтобы выйти им из той ситуации, в которую они вошли неделю, или некоторые работают и 2 недели, и 3 недели. Конечно, государство должно им помочь. И Минздрав занят тем, что готовит списки этих людей. Тенгиз Вардания также отметил, что реабилитация врачей, безусловно, будет предоставляться на добровольной основе и действовать до тех пор, пока останутся желающие. Конечно, это не насильно. Если человек не хочет, мало ли, семейные обстоятельства, маленькие дети или больной дедушка, насильно нет, конечно. Но для тех, кому позволяют личные домашние обстоятельства, и подлежат они для реабилитации, конечно, все будет сделано для того, чтобы они получили эту реабилитацию. Всего на период пандемии больным коронавирусной инфекцией круглосуточно оказывали помощь до 200 абхазских медиков. Кто из них отправится на реабилитацию, в какие конкретно санатории, пока неизвестно. Однако, как отмечают в Фонде соцстрахования и охраны труда, учреждения будут соответствовать всем нормам курортно-санаторного лечения. Финансирование и осуществление данной программы будет заниматься наш фонд. Мы будем внимательно смотреть за заключением договоров с санаториями, чтобы был максимальный комфорт и условия нашим работникам, которых мы отправляем на санаторно-курортное лечение. Мы можем заключить договора любым санаториям Северного Кавказа и даже нашими санаториями, если они будут предоставлять в первую очередь услуги о санаторно-курортном лечении и оздоровлении. Подвиги этих людей сравним с подвигом сыновей и дочерей во время войны, Отечественной войны абхазского народа. Эти люди рисковали своей жизнью и в первую очередь должны быть направлены на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Также в Фонде соцстрахования отметили, что работа по предоставлению данных путевок медработникам страны будет осуществлена сразу же после получения необходимого списка врачей от руководства Минздрава. Виола Барганджа, Раму Камки, Абаза ТВ.